Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Извиняюсь, тут как раз заканчиваю. А, Сегодня у нас 21 августа 2023 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале Реалити в YouTube и на канале Аслан Арцуев в TikTok. Друзья, рад вас всех приветствовать. Так, сейчас одну минуточку, сейчас буквально один штрих, и нужно было тут кое-что отправить. Так, друзья, время 21 час 1 минута по 20 часов 1 минута по Берлину, 20 часов 1 минута по 21 час 1 минута по Джохару. Друзья, витаю вас, уже 2 минуты по Джохару, бывшему городу Грозному. Рад вам всем. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш стрим. В коем-то веке уже который день, или я уже боюсь сглазить, наш канал не атакуется. По крайней мере, я вижу, что канал начал развиваться. Хотя на протяжении 2-3 лет канал постоянно, ежедневно находился там в каком-то сером бане, в черном бане, каком-то там плюс, ну и так далее, и так далее. Поэтому вот как-то так. Но, несмотря на это, мы не сдаемся и будем продолжать бороться днем. Так, друзья, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, и я вас прошу, все, кто не находится в фашистской России, распространяйте ссылку на наш стрим. Раскидайте, пожалуйста, ссылку в социальных сетях, в своем WhatsApp, в Telegram, в Facebook, где только возможно. Ну и сейчас, одну минутку. Все, я вернулся. Так, сегодняшний свой стрим я назвал «Россия готовит теракты в Германии и других странах Европейского Союза». 20-е, 21-е. Ну вот видите, и тут я ошибочку допустил, не исправил. Полагал, что сегодня 21-е. Ой, сегодня 20-е. Короче говоря. Как-то так. Валейк салам, лема машоль. Всех я вас, друзья, приветствую. Но перед тем, Эда Машволь, Шавига Машоль, Мавидин, всех, друзья, все вновь Иван, всех я вас приветствую, дорогие. Слава Украине, героям слава. Так, тут мне Мустан Машор, Алекса. Тут мне говорят, что вчера я сказал, что я талибан, и из-за этого очень там меня хотели бы видеть замену Закаева. Замену человеку, который пытается узурпировать власть, который обвиняется одним из наших командиров в Украине в убийствах, пособничество в убийствах, подозрениях его и его двоюродный брат убийство наших партизан, наших воинов, пожалуйста, ему замену мне делать не надо, пожалуйста. Я как-нибудь справлюсь там своим как-то ходом, как-нибудь справлюсь. Поэтому спасибо большое за беспокойство, но давайте как-нибудь без меня. Добрый вечер, Южная степь 36. Все кроме расистов, всем кроме расистов. Договорились. Друзья, поступают новости очень интересные, очень такие интереснейшие новости. Сгорели, сообщается, что 2 Ту-22, это какие-то супер, какие-то там, ну, по российским меркам, по советским стандартам,
Ту-22 это такие тяжелые бомбардировщики, которые сгорели у себя на взлетной полосе, были уничтожены дронами. В данный момент сообщается, что дроны кружат над Москвой и таким образом вводя в ужас и оцепенение фашистскую Русню и ее столицу. Также сообщается, что в районе Истринского и Рузского района Московской области были нанесены 2 удара из беспилотников. Эти беспилотники, эти дроны, они будут каждым днем все сильнее, все больше, все мощнее наноситься. Будут наносить удары по фашистской России. Также сообщается, что уже сегодня над украинским небом были замечены F-16, F-15 и F-16. Но если нам рассказывают, телевидение или военные дают какую-то информацию, то они ее дают так, чтобы противник об этой информации не знал. Поэтому, когда нам говорят, что сейчас обучают украинцев, я полагаю, что украинцев уже обучили, раз они уже летают в небе над Украиной. Поэтому вот такие вещи все больше, больше, больше накручивается вот это, накачивается Украина оружием, и в любом случае рано или поздно мы уже будем свидетелями, мы уже это наблюдаем по Москве, по Кремлю, по Москва-Сити, наносятся удары, и имперскость большей части фашистской России, которые заразились, им придется избавиться, вылечить. И имперскость это болезнь. И мы, свободные люди, рашисты, вас вылечим. Не волновайтесь, не волновайтесь. Приветствую, Иван, я тебя тоже приветствую. Это не дрон, это боевые комары. 100%, Иван, и 100% и в специальных лабораториях, которых вы там их обучаете и отправляете. 100%. Так. Иги Минутиша. Иги. Ну да ладно. Игорь Анна Дрейзен. Спасибо вам за лайки большое. Друзья, спасибо большое. А теперь вот я бы хотел перейти вот к основной теме своего стрима о том, что в Европе готовятся террористические акты. Дело в том, что террористическое учреждение КГБ СССР умеет, и в том числе и ГРУ, умеет, а сейчас в Европе действует ГРУ, военные действуют, ФСБшники любят использовать других, как бы их свое учреждение не подставлять, а использовать военных своих. И в большом количестве военные задействованы под видом чеченцев, точнее чеченцы задействованы, бывшие чеченцы, ныне россиянцы. И многие сюда приезжали, получали политическое убежище здесь в Европе под видом беженцев от войны, там пострадавших, там и так далее, и так далее. И мы пришли к тому, что люди, которые реально нуждались в помощи, но не имели связи, не имели денег, не имели юристов, и плюс за ними охотилась фашистская Россия, их депортировали обратно в фашистскую Россию. Мы знаем, что Интерпол являлся фактически филиалом ФСБ. А агентура, которая сюда приезжала, она сразу же получала хороших юристов, прикрытие, поддержку. И вот таким образом им удавалось получить здесь свои там
бумаги и закрепиться. Но это было тогда. Сейчас уже все давно поменялось, уже давно меняется в этом направлении. Так вот, вот эта чеченоговорящая агентура ГРУ, и сейчас я уже наблюдаю, уже открыто наблюдаю, я начинаю бить в колокола, напоминаю об этом. Я знаю, что террористическая организация КГБ создавалась, вообще как СССР создавался как террористическая организация, вот это ЧВК, ВЧК, там, НКВД и так далее, это все террористические КГБ, террористические организации, которые умеют лучше всего только лишь терроризировать и захватывать власть, подкупать, обманывать и так далее, и так далее. И сейчас то же самое они пытались сделать в Украине. Пока их банд-армия отвлекала вот этими мясными атаками украинскую армию, тем временем в тылу, в Киеве они пытались захватить, прибрать власть к рукам. Но, слава богу, американские, английские, украинские и все остальные службы, умные люди не дали этому произойти. Не дали, слава богу. И я вижу, что ну все, как бы можно уже сильно не волноваться за Украину. Именно в том, что Украина будет там прибрана к рукам КГБ СССР. Но, несмотря на это, при всем вот при этом, ситуация следующая. Здесь, в Европе, террористы будут проводить террористические акты. И я вижу, что агентура, блогеры разные, каналы, которые здесь открыты, в ТикТок, в Ютуб, чеченоязычные каналы, русскоязычные каналы, там, они начинают усиленно раскручивать снова вот этот русский исламский терроризм, радикализм. Некоторые наши товарищи уже как бы посчитали, что их заслуга, что вот этот терроризм немножко пошел на спад и так далее. Самонадеянно, конечно, но ничего не пошло на спад. По всей видимости, исламский терроризм, русский исламский терроризм, ну давайте не русский, КГБшный исламский терроризм, так будет точнее просто, чтобы обозначиться, КГБшный исламский терроризм начинает набирать обороты. Я уверен, есть уже в определенной степени готовые уже террористы, уже, по крайней мере, террористы, может, сами об этом не знают, потому что они погибнут. Но уже, я так полагаю, что уже дело идет уже к завершающей такой, уже выходящей на сами теракты стадию, уже все это дело выходит. Вижу, что русские пропагандисты там, из разных там нодов там, и остальных там Царьградов, ну там разные там есть, всех пытаюсь смотреть, и все в унисон начинают повторять о том, что Германия, Франция это главные страны в Европе, и их нужно развалить. Как мы знаем, восточная часть Германии русские считают своей, как бы советские, после оккупации Советским Союзом. И по всей видимости будет накачивание так называемой оппозиции. Это в основном крайне правые такие, правых взглядов. Есть здесь антиамериканизм, считается, что вот если бы американцы ушли бы, то немцы жили бы лучше всех, там, ну, они так считают. Вот как-то так, вот так все ситуация обстоит. И по всей видимости будет накачивание деньгами уже происходит, произойдут террористические акты и потом начнутся политические волнения, когда
попробует разделить Германию снова на восточную и западную. Вот такие наблюдения могу уже определенной уверенностью уже сделать, с определенной уверенностью. Как что будет, будем посмотреть, будем наблюдать и будем пресекать. Но это не просто мои слова какие-то. На каждое то, что я сейчас говорю, у меня есть вот, подтверждение. Конечно, это не прямое доказательство, это только лишь косвенные доказательства, которые есть, но они просто так, вот эти процессы не происходят. Просто так эти процессы не происходят. И поэтому, и, конечно же, все это связано с тем, что в Украине, у украинцев, у ЗСУ очень хорошие успехи, и, по всей видимости, вот этот успех, он будет развиваться. Соответственно, нужно дестабилизировать Германию, которая передает и Таурусы, ракеты, которые будут использоваться на F-16, крепиться к F-16 и наносить удары по фашистской России. И вот Европу они будут пытаться, опять же, используя те же какие-нибудь Нигер, тоже мусульманская отчасти страна, тоже будут использовать разных необразованных африканских мусульман, чтобы там проводить какие-нибудь террористические акты. Это же все это ложится в ту же канву, что Кадыров Рамзан является защитником ислама, его сын избивает какого-то там русского парня, который то ли сжег, то ли порвал Коран, там провел какую-то акцию. Уверен, этот русский парень, по-моему, Журавлев его фамилия, тоже использован как полезный идиот, что его, видимо, тоже подбили на это, чтобы он там порвал, сжег Коран и сделал вот эту акцию. Его посадили, и потом Рамзана сын заходит, его там избивает, и нам об этом всем рассказывают. Они убивают людей десятками, тысячами, сотнями, десятками, сотнями, тысячами людей убивают, пытают, там просто все что угодно делают. Мы об этом не узнаем, а тут зашел сын Рамзана, несовершеннолетний, и побил этого парня, который, ну, в плену фактически. И получается, что они якобы какие-то там защитники ислама, там, мусульман там, и так далее. И я полагаю, что вот этот поступок сына Кадырова, получается, и афиширование вот этого случая, я полагаю, что террористы, которые будут совершать террористические акты, скорее всего, вот такого же юного возраста, там 18, 16, 19 лет. Это когда человек еще не созревший и очень легко им манипулировать и управлять. Будем наблюдать, будем наблюдать. Давайте почитаю ваши комментарии, друзья. Подписывайтесь. Еще раз напоминаю вам, друзья, мой канал YouTube запрещен на территории фашистской России. Подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте, пожалуйста, ссылку в социальных сетях друзьям своим, знакомым разбрасывайте, чтобы чтобы мы могли донести правду как можно до больших людей, до большего количества людей. Так, давайте я почитаю ваши комментарии. Что будет с Чечней после поражения Путина в Украине? Я не понимаю, Вильям Олфорд, или Элифорд, Олфорд. Я не понимаю, что значит поражение Путина в Украине. Вот Байден говорит, что это война Путина. Некоторые люди говорят, что это война Путина. Но вот я не понимаю, что значит поражение Путина. Разве Путин воюет против Украины? Мне кажется, воюет Россия, имперская Россия воюет и пытается вернуть Киевскую Русь, историю, которую она украла, к себе и воссоздать неодворянство. Поэтому я не знаю, что будет, если поражение Путина, Путин будет убит, смещен, или он просто исчезнет куда-то там с радаров. Я не знаю, что будет с Чеченией. Я знаю, что будет, если Россия потерпит, имперская Россия потерпит поражение в войне против Украины. То моя страна получит
свободу и независимость, как все народы, и в том числе и русские, получат свободу и процветание. Вот это да. Солнце свободы зайдет со стороны Украины. А если заменить Путина на какого-нибудь Навального, Кадырова на Закаева, например, или Кутаева, то ничего не изменится. Условия содержания в тюрьме просто будут получше. Ну, может быть, какое-то время. И все. А люди, которые находятся незаконно в этой тюрьме, они останутся в этой тюрьме. И, ну, может, им на час больше прогулка будет разрешена в дворике. И все, ничего не изменится. Свободы не получат. Незаконно находящиеся люди в этой тюрьме свободу не получат. Просто немножко улучшится. Бить, может, не будут так часто. И все. Баланда получше будет. И все. Будет Ичкерия. Кадыров не позволит отделиться. Так, Вильям Олрот. Ну, ты пребываешь в плену пропаганды. Вот видишь, ты говоришь про поражение Путина, Кадыров не даст отделиться. Тебе или 3 годика, или же ты пропагандист, который сюда к нам зашел. Что скажете про визит? Так, Шархан. Я ни того рекламировать у себя на стриме больше не собираюсь. Я, когда посчитаю нужным, конечно, буду говорить, а так абсолютно не горю желанием. Аслан, как вы относитесь к Игорю Яковенко? Игорь Яковенко, вы имеете в виду российского журналиста, да? Южная степь. Вы его имеете в виду? Но я к нему отношусь, негативно я к нему отношусь. Это люди, пропагандисты, которые вот все это время легитимизировали они этот режим. Им копеечка перепадала со стола, с барского стола, и они на этом сидели, терпели. И вот сейчас, когда есть замаячила угроза развала России, вот тогда они зашевелились. Вот теперь они говорят, вот Путин плохой, там, третье, десятое. Когда Путин уничтожал сотни тысяч чеченцев, они молчали. Когда он убивал грузин, они молчали. Когда он уничтожал сотни тысяч людей в Сирии, они молчали. А вот теперь и они молчали, когда уничтожали Крым, брали, уничтожали украинцев, молчали. А вот когда уже украинцы дали по носу, и есть потеря, есть вероятность потери своей страны, да, вот теперь завизжали. И вот так я к Игорю Яковенко отношусь. Так, Аслан, почему страны НАТО не закрывают посольство РФ в своих странах? Им хорошо известно, посольство это есть агентура. Во-первых, Ирландия, по-моему, полностью закрыла. Германия наша закрыла практически все консульства, не практически все консульства, по-моему, закрыла, только в Мюнхене, по-моему, осталось. И в Берлине посольство осталось. Выслали очень много дипломатов. Ну, знаешь, Вольво, знаете Вольво? Дело в чем, я считаю, что на протяжении всего этого времени слишком много переплелось. Сбрасывать со счетов геноцид чеченского народа, во-первых, ни с моральной, ни этической точки зрения ненормально. Плюс к тому же это объясняет, почему же эти страны, западные страны, да, так толерантны и терпимы до сих пор к Путину. Они соучастники, многие соучастники этого преступления. Да, молчаливые, да, они непосредственно сами не убивали, ну, кто-то выдавал наших бойцов или наших граждан, которые бежали от этой войны. Кто-то информацией обменивался, там, как спецслужбы разных стран. Помогали финансово, конечно, и так далее, и так далее. И они соучастники. Они помощники, где-то молчаливо иногда просто, да, в моральном смысле они виноваты, несут только лишь моральную ответственность, но при всем при этом они знали, что Путин уничтожает целый народ. Все знали, все до единого это знали. Да, могли простые граждане не знать, а спецслужбы, политики, все прекрасно понимали.
Ну и не все, конечно, всем просто не было дела до этого, потому что у политиков, у других, у тех же спецслужб свои дела и так далее. Ну, кто специализировался на России и там, где соприкасался с чеченцами, конечно, все прекрасно понимали, что происходит. И обменивались и очень сильно повязли в помощи, там, в зарабатывании денег, там, крупного капитала и так далее, и так далее. Та же борьба с исламским терроризмом. Мы все прекрасно понимаем, что большая часть исламского терроризма, она высосана из недр Лубянки. И я полагаю, если я это знаю, обычный пользователь интернета, я полагаю, что западные спецслужбы тоже знали, что вот этот исламский терроризм, он высосан из Лубянки. И, ну так, значит, нужно было и этим спецслужбам, и тем, и еще кому-то. Да, реально существует этот радикализм, исламизм, это факт, от этого никуда не деться. Мы даже, может быть, знали таких людей, кто-то лично, кто так радикален был в силу разных обстоятельств. Кого-то можно даже понять, не простить за это, но понять, почему его действия именно такие, можно. Ну, некоторых вообще не понять. Вот поэтому пока еще не закрывается. Но я призываю, я обращаюсь, прошу, требую, пишу постоянно, говорю об этом, что вот эти посольства российские нужно передать чеченскому президиуму в лице чеченской власти, в лице президиума Чеченской Республики Ичкерия. Так как фашистская Россия нам очень много должна, и она будет правильно, если будет нам таким образом возмещать потихонечку. Ассаламу алейкум, Асам. Привет, участник стрима. Кто устанавливает максимальное число знаков поста? Ну, алейкум салам. Поста ты где имеешь в виду? Ты имеешь в виду, когда ты тут пишешь комментарии? Ну, я точно не устанавливаю. И если не закрывают посольство РФ, значит НАТО невыгодно закрывать или они все заодно. Но не совсем, конечно. Я уже ответил на твой вопрос, я думаю. Так, Путин, ла-ла-ла-ла-ла. Салам, Асланчик, всем здравствуйте, благородным. Салам, салам. Ассаламу алейкум, свободный. Ва алейкум ассалам, Шамиль, Машуой. Странно еще одно. Часть Грузии, часть Украины. Россия признала, что эти части не Грузии и Украины, а Грузия и Украина до сих пор мешкается признать Ичкерию. Да, странно это, конечно же. Странно. Ну, смотри, Грузия признала, скажем так. Грузия первая признала Чеченскую республику Ичкерия. И вот, признала. Украина недавно Верховная Рада признала. Мы это тоже знаем. Поэтому какие вопросы? К этим двум странам у нас меньше всего вопросов должно быть. А сам, мне кажется, они хотят скорее стравить чеченцев и ингушей между собой, а то кто-то избил в Чечне это число для внутреннего пользования. Стравить хотят не только чеченцев и ингушей, и не только сейчас, это уже давно уже к этому идет, делается. Стравить хотят чеченцев и дагестанцев, стравить хотят чеченцев и ингушей, стравить хотят всех со всеми, где только они смогут. Это бесспорно. Извиняюсь. Да, вас слушаю, ваши наблюдения в Вене. Они завизжали, чтобы избежать санкций. Может быть, когда мы отделимся от России, будем жить так, что даже инопланетяне будут завидовать нам. Да, скромненько, Адам, скромненько. Так, 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 так. Сейчас, одну секунду, дайте, друзья. Привет, дорогая. Привет, 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 дорогая. Это сейчас я включу ТикТок, чтобы можно было.
Так, весь западный мир должны были помогать Ичкерии, когда Раша пошла в наступление. Да, совершенно верно, Аскор. И не только западный мир, все должны были помогать. И Казахстан тоже, Аскор. Не нишкается, не, не, не шкается. Признала Грузия Ичкерию уже давно. Да, Андро Катарелли, абсолютно так. Грузия признала первой Чеченскую республику Ичкерию. Первой. First. Алексалам Жан Бургерс, Султанал. Машур. Алексалам Шавега. Алексалам Самур. Ичкерии исламского терроризма не было. Это сочинили ФСБ, как Патрушев и Кутин, Хвостиков, Кочнев. Совершенно верно. Ичкерии исламского терроризма. Абсолютно так. Не было никакого исламского терроризма и никакой религиозной войны чеченцы не вели. Потихонечку, нам вот шаг за шагом. И знаете очень, что уникально. Я, конечно же, ни в коем случае, я далек от того, чтобы обвинять всех мусульман, что они там радикальные, там еще там третье, десятое, или что у нас там мало мусульман и так далее. Но также я далек от того, чтобы обвинять всех украинцев, патриотов, националистов в работе на гибню. Но я хочу отметить очень интересную параллель, которая была между нами. У нас был исламский радикализм, у украинцев был национализм, радикальный национализм. И вот эти люди, вы видели Корчинского, как его, Арестович, они собираются там с Дугиным, там обсуждают третье, десятое. Так вот, это очень сильно напоминает то, что было у нас. Были настоящие нормальные верующие люди, как есть нормальные здоровые националисты в Украине, а есть засланные среди них люди. И если бы Украина не выстояла бы сейчас, то пошло бы все по сценарию. Так, по сценарию, по чеченскому сценарию. Чеченское дежавю произошло бы снова. Произошло бы то, что находили, любого человека называли бы, конечно же, националистом, но были бы реальные националисты, то есть реальные в смысле, которых нам показывали бы, которые работают на Россию. Понимаете? Точно так же было и у нас все. Были люди, которые якобы очень сильно были такие религиозные, ну, реально они оказывались работать на Россию. Сейчас некоторые из них спокойно проживают в Турции, некоторые проживают в России, некоторые погибли, но в основном вот это идеологическая, вот это главная идеологическая составляющая вот этого лубянского исламского терроризма, который зародился в Чечне, они живы-здоровы. Точно так же, как Корчинский у вас, там Арестович, вместе с Дугиным. Кстати говоря, друг Дугина, вот эта вся идеологическая, вот эта банда ФСБ, ГРУ, ФСБ, там, которая действует, они и в них же входили и религиозные деятели. Там, Гейдар Джамаль такой, если не ошибаюсь, так его звали, его сына. Потом вагнеровцы якобы там застрелили и так далее, и так далее. Он был очень таким большим знатоком. Там, многие муллы могли бы позавидовать его знаниям ислама, знаниям его Корана, там, религии. И эти люди таким образом нами манипулировали, нас использовали. Если вы видели, даже есть какие-то там лекции, ну там отрывки лекций, которые они посчитали, что их нам нужно показать. И они говорили, что вот есть там суфисты, за которых они, а есть вот ваххабисты, которые якобы против. Но на самом деле нам Дугина показывают, он там
на доске что-то там пишет и там рассказывает про это. И что удалось сделать ставку на суфистов, которых чеченцы там 1000 лет, там, сотни лет там, придерживались суфийского толка. И новое течение вот этого ваххабизма, которое чеченцам было чуждо. Но дело в том, что и в суфизме, и в ваххабизме не все, не везде, но пытались управлять, и вверху стояли всегда их люди. Точно так же, я уверен, действовали в Украине. Точно так же. И вот, ну там национализм, как заменен просто вот этой религией. И есть противники национализма. Вот там тоже есть агентура, я уверен. Но благодаря тому, что украинская армия выстояла, украинский народ смог это одолеть, и вот эти все планы им пришлось менять на ходу. Пришлось менять на ходу. Ну, посмотрим. Посмотрим. Как будет, ну, как-то так. Я надеюсь, я смог ответить на ваш вопрос. Сейчас, одну секунду, друзья. Так, что я там должен был знать? Так. В Вене особенно. Они заезжали, чтобы избежать санкций. Ичкерии санкций раз не было. Это очень так. Ичкерии санкций. Да. Это я читал. Свободу. НАТО на Кавказ. Так. Ассаламу алейкум из Дагестана. Ва алейкум салам. В последнее время у меня нашествие дагестанцев. Что с вами случилось, ребята? Я надеюсь, вы не на работе, Дион, а от души чисто зашли. Уже более, почти сколько, 4 года уже занимаюсь вот этой деятельностью. И дагестанцев было очень мало там. Редко кто заскакивал и уходил. А тут раз, один за одним, один за одним. Я, конечно, вам рад абсолютно, 100%, но я надеюсь, вы не на работе, а по зову души здесь оказались. Арсен, валейкум ассалам из Дагестана. Дагестан, валейкум салам. Салам всем свободным людям, салам ассалам. Валейкум салам, Эд. Витаю тебя, дорогой. Грузия не остановила никакие дипломатические отношения, не установила никакие дипломатические отношения с Ичкерией, и то же самое относительно Украины сегодня. Но еще не вечер, Вольво. Ну смотри, мы те, на кого первая Россия напала. Мы те, кто начал воевать. И уже не до дипломатических отношений. Хотя у нас были там представительства в Грузии, было еще третье, десятое. Но поэтому не вижу просто сейчас темы для того, чтобы сейчас мы говорили, обсуждали это все. Ночью, алейк салам. Гранд Хотел Вена. Имейте в виду, решила, что вы должны это знать. Думаю, это важно. Я не видел, что вы написали. Что вы важно знать? Я не понял. Джахар сказал, что с территории Грузии летят бомбить Чечню российские самолеты. Есть видео с интервью с Дудаевым. Это означает, что Грузия тоже участвовала в войне. Да, во время Шевардадзе именно так и было. Именно так и было. Я тебя смотрю с декабря 2019 года. Все, Самур, я тебе рад. Модератор, можно ли увеличить длину комментариев? Нет, не увеличивается. От модератора это не зависит. Хакдан ТСД. Когда ты ролики с чат-рулеткой выкладывал. Ну, я вот тогда только и начал. Ну, я в январе начал, в феврале, по-моему. В феврале, в марте. Ну, да ладно. Салам алейкум, ассалам алейкум салам. Как дела? Все хорошо, Каир? Все хорошо, спасибо. Так. Нужно было...
любая уважающая себя страна на первое место ставит свою нацию в своей стране. Абсолютно верно, юзер. И как раз это ответ вот тому, что писал здесь молодой человек по имени Вольво. Конечно же, и любой политик, любой патриот, который ставит другую страну выше своей страны, он автоматически перестает быть политиком своей страны, а является, я не знаю, агентом чужой страны. Конечно же, он должен думать в первую очередь о своей стране, о безопасности своей страны, своего народа. И это мы должны понять и принять. Именно поэтому НАТО имеет такую супер возможность, не нарушает закон, формально не нарушает, и формально, и юридически не поставляет там с их территории, например, самолеты могли бы лететь и бомбить спокойно, ну, не бомбят Россию, и вот, ну, хотя спокойно НАТО могла бы победить Россию там, ну, реально за те же 3 дня, которые Россия планировала победить Украину. Да, именно так. Нужно было политику делать, говорит, а не только воевать. Юзер, но, конечно же, легко бросить камень, сидя у себя в теплом кресле. Но я тебе скажу, что мы делали политику так, как ее не делал никто. Никто. И воевали так, как не воевал никто. До сих пор со стрелковым оружием там, и так далее, и так далее. На ограниченной территории, без полностью превосходства в воздухе противника, ну и так далее, и так далее. Силы были слишком неравные, понимаешь? Силы были. Вы этот момент, наверное, не учитываете никто. Такое впечатление, что весь мир боится просто от упоминания России, трясется, а чеченцы, там, несколько тысяч человек, вооруженные стрелковым оружием, должны были победить фашистскую Россию. Но это невозможно было. Просто так. Какой идеи государственного строения сторонник ты сам, Аслан? Что ты имеешь в виду, Ходжа Насреддин? Какой идеи государственного строения? Что ты имеешь в виду? Я не могу понять. У нас есть свой государственный строй, свое государство, своя конституция. Временно оккупированная территория. Не понимаю, о чем ты. Аслан, на чеченском можно на 10 минут? Да, Мустан, можно. Так, ночью как раз я прочитал. Давайте на 10 минут запустим Мустана. Что-то Мустан хочет нам сказать-то. Давайте послушаем, что нам хочет сказать Мустан. Друзья, я извиняюсь, на 10 минут буквально тут человек хочет что-то нам интересное сказать. Что касается дипломатических отношений, то Хизри Алдам был официальным представителем Ичкерии в Грузии. Да, Андро Хатарелли, совершенно верно, и он был предателем, да, я понимаю, он вернулся в Чечню и что-то там гнал еще на Грузию, я помню. Так, Мустан, Маш Вовело. Умдеш, да, сладуш во Мустан, посострим на русском языке и ты сейчас будешь на чеченском говорить, если у тебя есть, скажи быстренько, и я продолжу свой стрим. Ага, всякие на худое. Abu Sasani, Abu Sasanski, ta şöyle mahkar, ta imami zaka, iş bok bart bir. Ага. Ага. От söyle bu, Kavkaz kak minimum, Kavkazki halifat haliyesi ba. Kak minimum. Ага. Уже халифат колесе bu var. Полностью. Не смотрел я. Братья,
وشادش وزر دبا وشاد عدغان دولهم دي تديس با وبتي تدي بريميس ما يتبا تغان دولتين حزا نو شادك حدا ديس تبا طبعا شادك كل قوال ديس تبا شادهم بارتش قلبي اسبوبا تريتوريس مقايس با على خلد عيتس تعطي يعني حتى يعني ايش مديت با ايش كيتت صوت يرسم مؤتات يعني دوت هم تذكر شاش اوري رو ابو شو بارتش بيربو كروغ ستول واخوات روي انت علول روي با دا شخاطر اتلتقا والكوالي يسا ديك دتا كوكاس كخليفات كوالا واخو شوي Первый сарден de худо алхиятон. Худо. Примерно. Худердета. Угорвен, зульми худердерин кавказский халифат квалан вахосис. Не знаю. Хана. Нас с тобой слушают, у меня стрим на русском языке. Иерусалим яхдагар ой хала. Да. Ахит фокар худерду ха абидни таден вахосна. Крымский татарс, бой из освободить победу, и тигр, а ты чего-то еще, буквально, угор сарван, водендек, и док. Кстати, это мысль, да. Короче, халифат, ты дуешь докка, це долу хума, це рёл, вайла, це алан, сакыхом дийс раз, вот це им да, це алан, це хумдер. Короче, вон пойди, хумди асбаску, сак, ладу диешь, тут сак, хаус диешь, то там на хумди, ладу асбас, духти старый год, конституции, калбах, кач, будешь, ты гаудум заат, духти старый год, кара. Наверное, Мустан, а со стрим чахёк, твоя казаронсу, понял я тебя. Хорошо, обсудим, подумаем. Кана ломовая, ночь мата, стрим ешь дютер дуэйс. Хай ахтуба, ala дуа хаза, сак. والله وقت ما تخوص خلفون او دكيتر وراتي تا دوت ما قال دوز واد دا دوام سلوسي عم بقدر ديزات سوناري داس كور بنسون إنه خل غاسك لدوز تا أخي قال ديت вообще ладно давай Мустан عندك يوال نعم ديز давай. Так, я извиняюсь, друзья, это было включение нашего постоянного подписчика, нашего зрителя, который там решил рассказать кое-что интересное. Вкратце, что он сказал, что есть разные такие пропагандисты, которые, знаете, религиозные пропагандисты, которые роют. Я понял, о ком он говорит. Это, как его, Сосетлинский такой есть. Я не знаю, фамилия его или псевдоним, по-моему, с местом, с происхождения, по-моему, Сосетли, может, есть такое место. Короче говоря, у нас очень такое интересное совпадение происходило. Долгое время я наблюдал за этим. Чеченцы резко возбудились, и чеченцы, и дагестанцы, религиозники, начали резко копать колодцы в Африке. Таким образом, они говорили, что надо помогать людям, у них там засуха, им тяжело там, и так далее. Ну, более святого, более ценного ничего ты не найдешь, да, напоить водой жаждущего. Это самое святое, ну, для любой религии, для любого человека. Таким образом, они собирали деньги. Ролики были такие, когда они выклянчивали деньги, но откровенно попрошайничали эти деньги, выклянчивали эти деньги. Вот эти люди, которые ранее не были замечены нигде, ни в чем, где они заступаются там за геноцид, постгеноцидный чеченский народ, они заступаются. Не эти дагестанцы, вот эти сосетлинские, масетлинские, не были замечены в помощи через сборе денег для чеченских беженцев, там еще и так далее. Наоборот, чеченцы, у них там считается какой-то там конкурент, скажем так. И потом они резко возбудились и начали там копать колодцы, якобы копать колодцы. И выкопать колодец чуть ли не 1000 евро или долларов стоило, что ли. Я не знаю, что за колодец там нужно такое копать, 1000 долларов. И почему африканцы сами не могут выкопать колодец, то нужно приехать, чеченец должен туда приехать и так далее. Даже там появлялась табличка с выкопанным вот этим насосом, ставили насос, качалку вот эту там рукой качаешь,
идет вода, и там спасибо там какому-то там человеку, кто там помог там и так далее. Кто помог выкопать вот этот колодец или же воду эту добыть. Так вот, по странному совпадению, по странному стечению обстоятельств произошло то, что именно в это же время, пока вот эти чеченцы и дагестанцы и еще другие там какие-то мусульмане России копали колодцы в Африке, появилась террористическая банда ЧВК «Вагнер», так называемая. А обычно это ГРУ, российская ГРУ, или там вооруженные силы ФСБ, которые там набирают лучших из ГРУ. Ну, такое вот было совпадение. Все другие мусульмане, чеченцы, кто собирал деньги, кто там еще что-то, они странным образом погибали, их преследовали, против них возбуждали дела, там, третье, десятое. Но вот эти люди почему-то находились в Африке и делали свою вот эту работу. Может быть там, может быть, это были турецкие спецслужбы, потому что некоторые, кто копал эти колодцы, в том числе этот Сосетлинский, сейчас находятся в Турции. И в Турции, на Кавказе у нас живут тюркоязычные народы, которые очень тесно связаны с Турцией языком, ну и может быть еще и спецслужбами. Может быть, я ничего не утверждаю в этом смысле. Но вот такой вот был, такая вот тема была. И сейчас вот этот парень, который сейчас заходил, он нам рассказывает, что сейчас Закаев, который объявил Докко Умарова ФСБшником, нашего президента, последнего президента Чеченской Республики Ичкерия Докко Умарова, объявил ФСБшником, который за 500 миллионов долларов продался ФСБ. Зачем, правда, в горах ему 500 миллионов долларов, имея там, весь букет, набор болезней, с ранениями лица там, и так далее, и так далее. Зачем Докке, правда, 500 миллионов? Ну, наверное, нужно было ему очень эти 500 миллионов. И Закаев объявил его радикалистом, экстремистом и так далее, и что вот он такой весь демократ. Теперь же Закаев сам начинает играть вот в эту религиозную игру, хотя Докко не играл в это, он и не был радикалом. Но сейчас Закаев, например, начинает вот это все мутить. И вот сейчас вот этот парень нам рассказывает, что сейчас они объединились и начали какую-то свою вот эту деятельность вести. Также хочется отметить, что ведется большая работа в этом направлении, большая работа ведется, но я убежден, что из этого ничего не получится у них, ничего. И очень досадно, что Украина пригрела Закаева у себя в стране. Досадно. Ну, посмотрим. Давайте почитаем ваши комментарии, друзья. Не переживайте, Америке просто необходимый надежный партнер на Кавказе в лице чеченцев. Надежно и верных и придумать нельзя. И в Конгрессе об этом знают. Эд, очень как бы хотелось бы в это верить, но что-то мы... Почему наш президиум не признается? Не видим мы что-то, что признается наш президиум. Из Грузии летали даже наши соседи, так называемые братья дагестанцы, тоже убивали чеченцев. Но сегодня все повернулось, и Аллах наказывает тех, кто пошел за русских. Никакой халифат они не хотят, они просто болтают, это просто болтовня. Привет, Асан, а вы когда-нибудь смотрели Кац, особенно как он рассказывает историю Первой российско-чеченской войны? Да, конечно, смотрел Николас, комментировал это дело, и могу сказать, что это наглый лжец и пропагандист.
выкормыш Вячеслава Измайлова с «Новой газеты», КГБшника, который абсолютно нагло в 99 году, Вячеслав Измайлов, привел человека, сказал, что теракты, взрывы домов 99-го, которые совершил Патрушев и ФСБ с Путиным, что это совершили чеченцы, басаевцы, там привел человека, якобы там басаевца там и так далее, человека Басаева и так далее. И это Кац, это продолжатель того же Вячеслава Измайлова, который также, Вячеслав Измайлов тоже играл роль хорошего, там он внедрялся к нам, в доверие входил. Ну там использовались приемы для чеченцев. Например, один из приемов был, что он якобы приходил в расположение чеченцев с пистолетом, в котором был всего один патрон. И чеченцы говорят, ты с оружием, а он обменом пленными занимался там. Вернее, обменом российских пленных на задержанных чеченских заложников, которые русские массово забирали всех подряд там на постах, там мирных граждан там и так далее, и так далее. И Вячеслав Измайлов говорит, ну как так, ты вооружен там среди нас туда-сюда. И он говорит, он якобы доставал пистолет, доставал магазин и показывал, что здесь всего лишь один патрон, типа для себя, чтобы не взяли в плен. Понимаете? Как он играл на чувствах чеченцев. И чеченцы думали, он нам угрозу не представляет, он это для самозащиты, чтобы мы его не взяли в плен, там не унижали, там офицер, там туда-сюда, майор, по-моему. А это такой колобок, если вы видели этого Измайлова. Там его в плен брать, ему подзатыльник отвесить, там, он сам пойдет за вами, куда скажете. Но вот такие вот трюки. Кац такой же. Это мерзавец и лжец, пропагандист Кац. Такой же, как и Измайлов. Измайлов откровенно прикрывал террористический акт в 1999 году Патрушева. И все, что они говорят, это пропаганда. Наглая, лживая пропаганда, которую, как обычно, только так российское телевидение, российские пропагандисты могут нести. Так, Ваша, должна быть граница даже между братьями. Это мой ответ ему. Он правильно говорит, Ваша. Так, ну ладно. Про Дагестан, что шли воевать за Россию. Братья, не сравнивайте часть России. Дагестан суверенное государство, Грузия. Так, исламский халифат образовался при Ичкерии при Асане Масхаду. Отменили конституцию, принятую в 1992 году при Джахаре Дудае, если я не ошибаюсь. Исламский халифат не образовался. Халифат это, знаешь, как конфедерация, или же это империя. Халифат это империя, но в форме федерации или конфедерации. Что вот там есть халиф, и у всех равные, у субъектов равные права. Приблизительно так. При Масхадове не было никакого халифата. При Масхадове был бардак, но никакого халифата не было. Это все инсинуация, это ложь и обман, который нам сейчас пытаются навязать. Это не так. Не было никакого халифата при Масхадове. Кто ищет интервью Дудаева, где он говорит, что территория это особая. Так, привет, Джуиш, привет. Во-первых, он бешхен метаял езер Кавказ. Поздно, доктор, я умер. Веш жраться дешло, дуку, махаздюйц, ахабаш. Дуку вы. Дуку вы. Сила закона должна быть сильнее, чем закон сильного. Да, Салман, совершенно верно. Что со Светлинским для семьи? Ничего, это обычный семейный проповедник, и ничего, с ним все хорошо. И дай Бог, чтобы было с ним все хорошо.
Так, все будет хорошо, надо потерпеть. Просто нельзя допустить ошибок 90-х. Да, это точно. Ва алейкум Хамзат Машовы. Абсолютно, это, конечно, нельзя допустить. Ни в коем случае, конечно, нельзя. Конечно, нельзя. 90, не знаю, вот межвоенный период были совершены конкретно ошибки. Так, друзья, мы уже более часа в эфире. Я думаю, на этом можно наш стрим подвести к концу или завершить. Так, так, так. Ну, давайте я вам еще расскажу о потерях за прошедшие сутки русских оккупантов и их приспешников. 460 оккупантов уничтожено за прошедшие сутки. Итого цифра достигла 257 930 единиц. 12 танков, 14 боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем и 2 РСЗО, 5 БПЛА, 12 автомобильной техники цистерн и 4 спецтехники. Слава Украине! Смерть оккупантам, клятым рашистам. Так. Очень конкретно, содержательно. В Дании получили 19 самолетов F-16. Просто такс. Так что, друзья, конечно же, было бы неправильно, не полностью, если бы стрим был бы наш не полон, если бы мы сегодня не рассказали бы, о чем говорит известный модератор. Закрепите, он открепил. Вот. О чем говорит Дугин? Знаете такого? Философ, профессор, там все такое. Философ Александр Дугин заявляет: я сторонник репрессий. Вы помните, наверное, друзья, что мы про репрессии давно рассказываем, давным-давно. И мы ожидали, что будут репрессии. И вот что говорит философ Александр Дугин. Я сторонник репрессий. При этом я понимаю, что они могут затронуть не только виноватых, но и правых. Я за репрессии не только против врагов, и тем более моих личных врагов, но я за репрессии в целом. Репрессия – это призыв к ответственности за дела, слова, жесты. Убежденных людей это не сломает, а всех остальных заставит выбирать выражения. Репрессии могут коснуться меня, но это сказал, кто сказал, что я во всем прав? Может быть, я ошибаюсь? А если эти ошибки болезненны для общества и государства, то, наверное, за них надо нести наказание. При этом совершенно очевидно, что есть и без меня множество фигур: либералы, предатели, олигархи, коррупционеры, русофобы, которых следует покарать жестоко. Поэтому репрессии необходимы и неизбежны. Нельзя призывать репрессиям и считать, что ты лично избежишь, отвертишься. Не отвертишься.
но и они не отвертятся. Никто вообще не отвертится. Репрессии это серьезно, репрессии это тотально. Поэтому на репрессии надо решиться. Главное их начать, все остальное приложится. Вот и первый звоночек, да, сперва было слово. Конечно же, они готовились давно к этому, мы об этом давно предупреждали, в частности наш канал. И теперь мы видим, что они уже это озвучивают. А раньше было так. Украинцев нужно убивать, убивать и убивать. Это я вам как профессор говорю, заявлял тогда профессор Дугин. Теперь Дугин призывает убивать своих соплеменников. Однако прогресс, однако прогресс, однако да. Так. Я смотрю, там снова пожаловали 15-рублевые. Привет, девчонки, я скучал по вам, Дион. Вас мне не хватало, Дион. Ассаламу алейкум из Москвы. Ва алейкум ассалам. Да, у меня, ну, знаешь, Чес, они за счет меня кормят свои семьи. У них дома жены, дети. И когда я пишу комментарии, им платят 15 рублей. И они идут и на эти деньги. Фактически я их кормилец. Понимаешь? И они должны на меня молиться. Я уверен, что они после того, как пишут вот эти оскорбительные комментарии здесь, потом, когда они идут домой, они говорят: ну слава Господи, что есть Аслан. Спасибо тебе, Аслан. Мы тебя очень любим. И в душе они очень меня любят. Просто у них такая сучья работа. Ну что поделаешь, бедолаги. Бедолаги. Русня — страна нефтяных и сторожевых вышек. Это я придумал, кстати сказать. Я не знаю формулу успеха, говорит Эрнест Хемингуэй. Зато я знаю формулу провала. Это попытка понравиться всем. Как уместно была сказана вот эта фраза. Так. Ну и теперь тогда надо вам видосик показать, раз мы уже тут собрались, Леон. Спасибо, Джуиш. Так, друзья, это 14-тысячный хоровой фестиваль в Латвии. Гимн Украины, друзья. Сейчас я вам это сделаю, чтобы меня тут не было видно. Как это убрать? Нет, не так. Вот так это должно быть. 14 тысяч. Слушаем. Просто 14 тысяч, вы представляете, это хор. Они исполняют гимн Украины.
Браво! Это Латвия, друзья. Это Латвия исполняет 14 тысяч человек и исполняет гимн Великой Украины. Великой, без преувеличения. Слава Украине, друзья. Так. Асланч, о коррупции в Украине. Ким наш дадулар долуш. Жölük ее лаккардажня. Я знаю, ну, будем надеяться, что борьба ведется, Хамзат. Ведется борьба. Так, ассаламу алейкум, Машал. Так. Ассаламу алейкум, Александр Довиле. Все будет Ичкери, да, Аслан, о коррупция. Так, Аслан, кто тебя крышует? На кого работаешь? Ответь честно, Аллах судья, иначе ты бы так долго не работал бы. Я поясню, если бы просмотры или что-то так долго невозможно аудиторию тянуть. Я поясаю, были бы просмотры или что-то, но так долго невозможно аудиторию тянуть. Я не понял, что ты имеешь в виду. Что значит я долго тянуть аудиторию? Крыша у меня над головой только. Другой крыши у меня нет. Ты мне объясни, что ты имеешь в виду? Так долго невозможно аудиторию тянуть. Тебе нравится, как я работаю, что ли? Ты говоришь, что я делаю, это невозможно, может? Да, Адам, за 15 рублей. Ну, им надо детей кормить, Адам. Мы должны их понять, бедолаги, да. Совершенно верно, Хамзат. Чеченцу западло быть под чьей-то крышей, да. Бараю Арби, он вошел в историю как герой или нет? Я не понимаю, Бибол. Что-то какие-то у тебя, какие-то дешевые разводы какие-то у тебя. Крыша у меня, какой-то Бараев Арби, который умер уже там 20 лет назад. Что за дешевые вообще у тебя разговоры такие? Ты откуда от него как снег на голову свалился в летний месяц. И сейчас тут задаешь такие вопросы, как что-то тянуть там, аудиторию. Что за бред ты несешь вообще? Что ты такое говоришь? Я работаю на его величество, господин чеченский народ, и на 300 тысяч убитых граждан граждан Чеченской республики фашистской России. Вот я на кого работаю. Ферштейнзи. Это раз. Во-вторых, я не понимаю, честно, Аллах судья, там, ты кто вообще? Ты откуда взялся? Может, ты имя назовешь, представишься? Я готов с тобой на детектор лжи прийти, если ты хочешь там о себе заявить, кто-то ты сказать, да? Что за базары вообще, да? Ну да ладно, а что такое F-16? Это значит, ни один русак не полезет туда, где есть F-16. Среди русаков нет самураев. Они, конечно, алкаши, но очень трусливые. Понимают, что F-16 это их смерть. На 100%. Вот что такое F-16. Да, совершенно верно, Эд. Сегодня как раз я смотрел российскую пропаганду, и там они рассказывают, что вот как его фамилия, ну очень такой умный мужик, такой мужичок, он у них, он военный, эксперт, какая-то у него такая фамилия. Короче говоря, он говорит, что F-16 сейчас сколько, 46 что ли дали, потом еще 100 дадут, потом еще 200 дадут. И говорит, ну это может поменять очень серьезно просто соотношение сил на поле боя. Они и так были в пользу Украины, и вот сейчас будет продолжение того же самого.
Так, вот не видел, вот Путин, ла-ла-ла. Я вот не видел ваш комментарий. Вот вижу, сейчас вижу. Асан, не знаю, почему вы не видите мои ответы, пишу в 5-й раз. Гранд Хотел Виен происходят частые встречи подозрительных с русских, за которых лично следила неделю, пока находят там. Имейте в виду, пожалуйста. Это очень интересно. Вам нужно это сообщить не мне, а там же в Австрии нужно сообщить. Или же украинское посольство идите сообщите. Я думаю, это будет им тоже интересно знать. Очень интересно. Биболт, Кремлебот, Кремлембот. Да, скорее всего. Да, да. Вамилуха, бостинг, Адам. Вамилуха. Слава Ичкерии. Героям слава, Best and Crazy. Слава Украине. Те, кто те, кто на кого-то работает под крышей, они под кураторы, они думают, что все работают. Совершенно верно, детский ночь. Абсолютно так. Шио Мадусти Массера. Все по себе ценят. Ассаламу алейкум, Асан. Асан. А теперь Джимми Хача. Так. Величие принадлежит лишь Аллаху. Величие принадлежит Господу нашему. Но я не понимаю, вот я где-то приравнял этот хор Литвы или Украину к Господу, к Богу Всевышнему. Мне кажется, вы немножко неправильно понимаете свою религию. Вместо того, чтобы заниматься полезным для народа делом, вы занимаетесь просто вот как будто вам пропаганду кто-то заложил, и если кто-то слово говорит, все, нельзя больше, нельзя употреблять. А когда вам нужно, например, есть вот эти спортсмены, вы видели, с длинными бородами они там, иншаллах, машаллах, и морды бьют в трусах. Или видели вольники, вольная борьба. Ну, я не представляю, как вообще чеченец может одевать эту форму вольной борьбы, которой заниматься. И потом его еще на весь мир показывают. Или же бокс, который там, или по боям без правил. Все такие религиозники, все такие правильные. Но стоит выйти на митинг, там, на ринг, там, заплатят деньги, там, медаль дадут, станете чемпионом. Все, тогда это все откладывается куда-то туда. Давайте будем последовательны, друзья. Давайте будем последовательны. Будем всегда придерживаться вот этого. Логики будем хотя бы элементарно придерживаться. Да дай ему уже наконец-то автограф. Хорошо, хорошо. Ты меня уговорил, честно. Пусть приходит, дам я ему автограф. Дерзкие ночи. Ну ты истину открыл. А если бы ты сейчас не зашел бы и не пояснил бы мне, я бы не знал бы. Я бы не знал бы. Ну ты открыл эту истину. Я не знаю, Биболт, какой ты Катерхо. Назовись, фамилию, имя скажи. Давай скажи, ты Катерхольч. Я узнаю, кто ты, откуда ты.
Все, что не сходится с вашим мнением, говорит Биболт, почему вы сразу его очерняете и списываете на кого-то, то ли ФСБ, то ли Кадыров? Интересная логика. У человека, что вообще не может быть, иметь свое мнение, говорит Биболт. Это тот самый Биболт, который буквально минуту назад, 5 минут назад задавал вопрос, кто у меня там куратор, на кого я работаю и так далее. У этих людей шизофрения стопроцентная. А вот просто по-другому никак. Что вот у меня в ТикТоке пишут одно, что здесь пишут. Только что он мне говорит, честно скажи, кто у тебя куратор, на кого ты работаешь. Куратор мне здесь пишут уже. И так далее. При этом он говорит, что стоит с вами не согласиться, вы сразу списываете. Вы определитесь, друзья, вы что с вами дело? Так, я об этом сообщил одному из украинских блогеров, так как там высветились и одна машина с украинскими номерами, водитель, который встречался с русскими. Знаете, когда я сказал, ну, блогеру это не вариант. Вы зайдите в Facebook и пишите СБУ, наверное, надо, да, наверное, писать. СБУ надо писать. Вот, надо туда писать, наверное. Так. Кстати, Кац твердит, что Ичкерия не была непризнанной страной в мировом сообществе. Плюс она входит в РСФСР, так как это Россия, то она имеет право на наведение конституционного порядка. Согласитесь ли вы с ним? Конечно же, Николас, я с этим не соглашусь, потому что Кац это матерый русский пропагандист. И не нужно делить на хороших русских пропагандистов и плохих русских пропагандистов. Пропагандист, он и есть, он и в Африке пропагандист. Так вот, в 90-м году, когда еще существовал Советский Союз, и об этом Кац, наверное, не знает, потому что он полуграмотный, но болтливый, очень хорошо болтливый. Кстати, Илона, спасибо. Было следующее, или ему, может, Измайлов не сообщил, Вячеслав Измайлов ему не сообщил вот всех этих деталей, что в 90-м году Верховный Совет РСФСР, или СССР, принял закон, уравнивающий в правах автономные и союзные республики. Это раз. То есть было не 15 союзных республик, а 35 равных республик. В 90-м году это произошло. И это сделали не чеченцы, это сделал по требованию, просьбе Сахарова, говорят, сделано было Верховным Советом, высшим законодательным органом Советского Союза. То есть мы имели такие же права, как сама фашистская Россия, Украина, Грузия и все остальные. Для того, чтобы потом войти в новую Российскую Федерацию, все, кого Российская Федерация хотела себя включить, должны были подписать федеративный договор с фашистской Российской Федерацией. Мы его не подписывали. Понимаете? В соответствии даже с Российской Конституцией Чеченская Республика включена незаконно туда. И именно поэтому, потому что они туда незаконно включили и начали Первую русско-чеченскую войну, они в 2003 году провели так называемый референдум о избрании там, президента и избрании Конституции Чеченской Республики, избрание Кадырова Ахмада, уже оккупированном, там военные российские оккупационные войска голосовали. Вообще никто не приходил на выборы. Один-два коллаборанта вы могли бы там увидеть. В основном это все были русские оккупанты, которые приходили на избирательные участки. В 2003 году они провели референдум, симулякр, потому что ни одна страна в мире не признала этот симулякр. И таким образом в первой статье Конституции было, что Чеченская Республика является неотъемлемой частью фашистской Российской Федерации.
спрашивается, для чего нужно было все это делать, если Чеченская республика была частью России. Чеченская республика вышла из Советского Союза еще в 90-м году. Тогда еще Джохар Дудаев и его товарищи только вот многие патриоты, многие, кто боролся за свободу и независимость нашей страны, привели нашу страну к свободе и независимости. И Россия с этим согласилась, как согласилась Грузия, которая признала нас. Да, нас не признал ООН, но мы подали все необходимые процедуры, мы выполнили полностью. Советский Союз перестал существовать. И ни одного нет документа, который подтверждает, что мы добровольно вошли в состав Советского Союза. Поэтому и выходить нам не следовало оттуда добровольно. Но так как процедура нужно было соблюсти для формальности, мы ее соблюли, наши лидеры ее соблюли. Поэтому все, что говорит Кац, это наглая ложь и провокация. Сейчас, я буквально сегодня слушал Путина, который говорил, что Украина вышла незаконно из состава СССР. А это прямой звоночек и для Грузии, и для Казахстана, и для всех остальных. Вот как-то так. Как-то так. Россия незаконная, не состоявшееся фашистское государство. Вот что я могу сказать. Чеченское государство, оно абсолютно полностью состоявшееся. У нас 1000 лет истории, у нас свой язык. Русский язык искусственный, русская нация искусственная, собрана из многих других народов и национальностей. Особенно это было во время Советского Союза, становления этого Советского Союза, когда фактически перемалывались миллионы людей и превращались в советских граждан. Так вот, в отличие от русских, мы никогда не были, или от тех, кто был перед этими русскими, кто жил там, Мокша, Пермь, там, Чуть, кто там разные были народы. Никого я не хочу ущемить этим, но есть факт, что эти народы были рабами. И ими управляли разные, кому получится захватить или там быть у власти, вот ими и управляли. Продавали их, обменивали на гончую, обменивали. Деревню могли обменять. Вот у меня был знакомый, например, с Тамбова. Его фамилия Пятаков. Я говорю, откуда у тебя такая фамилия Пятаков? Он говорит, это вот у нас был барин когда-то. И нужно было дать фамилии. Настало время, кто-то там, не знаю, какой-то там царь, сказал, что надо все выдавать документы, давать им фамилии. Как на Западе, наверное. И вот у него был дом, говорит, вот наверху, на подъеме. А вниз шла вот так улица. И по правую, по левую, по правую сторону находились дома. Вот он по правую сторону назвал Питак, а здесь Червонцевы. Питаковы и Червонцевы. Вот так появилась у людей фамилия. У людей она от отцов и дедов появляется. А вот у этих людей появилась она от того, что кто-то там решил за них 5 копеек и 10 копеек. Или 5 рублей и 10 рублей. Не знаю как. Червонцевые, там, Питаковы. Не ври, говорит. Не вру. Мне вот Алекс тут пишет, не ври. Не вру. Не вру. Ни одного слова я не соврал, то, что он мне сказал. Может, я Червонцевы ошибся, может, какие-нибудь там 10 копейки были. Но его фамилия Пятаков. А вот других он 10, не знаю, рублей это или 10 копеек, как-то он назвал. Вот с этим могу ошибиться. А так, можно проверить, поехать в Тамбовскую область, там проверить, есть ли такая. И они все здоровые, крепкие, такие чуть рыжеватые, круглые. Конечно, обидно, Джуиш. Поэтому он говорит, не ври. Наверное, с Тамбова. Но если с Тамбова, знал бы, наверное. Поэтому мы не обязаны быть чьими-то рабами. Мы не обязаны быть чьей-то пехотой.
Понимаете? Мы самодостаточная, тысячелетняя история нации, которая может многое дать этому миру. Многое. Вот такая вот ситуация. А вот Алексу специально я расскажу тебе еще одну историю, Алекс. Потому что ты не веришь некоторым вещам. И я тоже ничего не придумаю. Расскажу на самом деле. Так вот, как-то я познакомился с одним мужчиной, которому было, наверное, лет 60, наверное, тому времени, может, около того. Он был пенсионер, военный пенсионер. Выяснилось, он с Чеченской Республики. Мы разговорились, пообщались там и так далее, и так далее. И начали рассказывать там, кто откуда, где, как. Он с Натеречного района. Натеречного района. И он рассказывает, уже долго общаемся, там, подружились. И он мне говорит, а ты знаешь, как казаки, он из казаков, как казаки появились на Кавказе, на Теречном районе. Мои предки, знаешь, как появились? Я говорю, нет, расскажи. Он говорит, когда Кавказ завоевывался и территории захватывались, раньше, как известно, да, этот момент я просто от себя дополню, как известно, с каждого двора забирался на 25 лет на службу молодой парень. И каждый двор должен был отдать одного человека служить царю в армию. И он 25 лет служил. Это из крепостных. И обычно 15-16 лет самых крепких, самых здоровых отбирали и отдавали. И где-то к 40 годам, к 45 годам он заканчивал свою службу. И тогда ему, после того, как он отслужил 25 лет на царя в царской армии, ему давались надел земли и вольная грамота, и какое-то жалование, пенсия типа. 40-45 лет это было где-то средняя продолжительность жизни в то время. 50 лет, может быть, люди доживали. К тому времени, когда шла война на Кавказе, и завоевывались территории, завоевывались, вырезалось все живое просто уничтожалось на этой территории. И чеченцев отстранили, это уже он рассказывает, чеченцев отстранили за Терек. И вот на этой стороне нужно было заселять. И заселяли, говорит. Заселяют, а местные никто замуж не выдает женщин своих. И некого, все же вырезали. Да и не дали бы. Кто за человека, который 25 лет в окопах провел. У него ни почек, никакого здоровья, ничего нет. 25 лет он в окопах провел. Какое у него здоровье? И ему нужно жениться, потому что ему дается надел земли, ему помогает построить дом, ему дается жалование, он офицер, он может и нездоровый, с душком парень, 25 лет военным побыл. А жены нет. И вот он вымирает, вот эти деревушки, которые им наделяют, вот он живет один, и вот он там и умирает. А потомства нет, и земля не заселяется. И он говорит тогда, я не помню сейчас, о ком он говорил, может даже о Екатерине речь шла, я могу ошибаться сейчас, не помню я точно, о каком правителе России шла речь, но сам факт то, что, по-моему, речь о Екатерине шла. Тогда что сделал правитель, пускай это будет не Екатерина, а просто правитель, русский правитель, кто бы он там ни был. В это время, тогда был Петербург, в этом Петербурге были улицы, как известно, в Голландии есть эти улицы красных фонарей. И вот этот правитель, или Екатерина, по-моему, он про Екатерину говорил, собрала всех вот этих женщин с низкой социальной ответственностью
отправила их на Кавказ, выстроила в ряд друг против друга вот этих казаков, ну они не казаки, это крепостные, которые уже стали, а как были казаки, вот как сейчас из чеченцев делают кадыровцев, точно так же из холопов делали казаков. То есть настоящих казаков уничтожали, а холопов, крепостных рабов, из них делали казаков. Точно так же сейчас, как настоящих чеченцев уничтожают и пытаются сделать вот эту пехоту Путина. И ну, очень похожий такая опыт, тот опыт сейчас используют на чеченцев. И выстроили вот друг против друга вот этих холопов и напротив вот этих дам с низкой социальной ответственностью, которые собрались со всей России, но он про Петербург, по-моему, говорил. И вот поп между ними проходит, вот кто оказался друг против друга, их женят. Раз, там, окрестил там, этой водичкой побрызгал, все, муж, жена, муж, жена, муж, жена, муж, жена. И он говорит, вот кто я сын, он сам это говорит, я сын крепостного и вот дамочки с низкой социальной ответственностью. Это слова не мои, а человека, который как казак, он не казак, но он из крепостных, вот он уже как казак, и вот он тоже служит. С тех пор вот у них по наследству передается, и они все служат, стают военными. И это правда, это я не выдумываю. Я могу поклясться на Коране за эти две истории, которые я вам рассказал. Как-то так, Дем. Как-то так. Ну, он, конечно, это говорил с матершинами, там, и так, и сяк, и поэтому это звучало очень интересно, да. Так, ну я смотрю, пока я вам тут истории рассказывал, вы тут в рукопашную сошлись. Вся правда, Асан. Да, Буря, я не вру, не вру. Точно физики, Асан. Вот поэтому я не пойму твое терпение. Асан, помнишь нашего района? Не помню. Так, я же проживаю не там, а в Штатах, на, лишь бы напрос делюсь с данной важной информацией. Если у кого-то есть возможность, чтобы донести до соответствующих, может эти встречи связаны с будущим терактом. Вполне возможно, я не исключаю. Вы в Америке, да? Ну вот мы озвучили, кто о нас смотрят компетентные люди, поверьте, поэтому я думаю, может обратят внимание. Просто нужно больше информации. Не будут же они вот в отеле все контролировать там и так далее. Все же не проконтролируешь. Есть видео признания подписания независимости, подписанной Ельциным при Масхадове Кремле. Буря, к сожалению, нет такого подписанного документа о признании Чеченской Республики фашистской России. Нет такого. Но мне лично плевать, признает нас Россия или не признает. Я не признаю Россию. Мне надоело ждать от нашего убийц, которые совершили. Это как евреи просят Гитлера признать Израиль. Ха, да пошли к чертовой матери, короче, те, кто нас не признают. Кто они такие? Будут они нас признавать или нет? Это я их не признаю. Я не признаю. Понимаете? Я не признаю. Адам Крым, ночь, так.
про снохачество напомни Богу, да, цакитерса. В Латвии СМИ пишут, что учиться в Дании на F-16, учатся в Дании на F-16 70 пилотов. Так что есть надежда на приятный сюрприз для свинособак, потому что украинцы в небе как рыба в воде. Так каждый помогаем ЗСУ, приближаем перемогу. Да, Дойле, но я думаю, 70 пилотов, если учатся в Дании, то они еще учатся в Нидерландах, и еще Бог знает, где они учатся. Нам же это все не будут говорить, правильно? Это было бы не на войне, если бы все нам раскрыли бы. Поэтому их может быть и 700, а не 70. Плюс там они запасные же идут, там и по 2 пилота идут. هذا انت هدى خائن خدى خائن هون الله سعيد بالله خلش اليدنا مش России ищун вежди хуль ше век хуль а ночи сразу мурт хуль кафир хуль умел дега думать лицемерие бибол тани сватсу да я галга я сюли я милха قيش قوما вега إغاسق شي عيدل بالله وي تخون او просто ше россиянин هو البريزدنت ديش شي россиянин خلر شي انت سويس وي وين نوتش ويج راسك سوالو بعد ديج نوتش سوالو راسقي شي موخ بولش شي قوم اقل مخ وعبلن والله конечно же غلغاي سولي отстягулиу قيتيو он по крайней мере شي قوم بيامرتسا гуатсис راسق شتسا وي مخ مقبح مقابل ماشي دول داغا دا غاسق شو بيحكن وين ارجينا تسيدين غاسق штвалля гуй ищи оман ямарцагу. Вот они хуже тогда получаются. Видите? А так любой россиянин, сун, например, форм его россиянин за КГБ, за ГРУ, за милицию, полицию, войну. Угроза дён. Так, да. Астан, забей в Google снохачество в России. Это про традицию русских. Это нужно знать. Ладно, как-нибудь. Давайте. Ой, изашка баян было, вижу, жижашандай, наверное, хала бакуяц. Цан ночью, вяскшен, ты болба. Совершенно верно, Амзат, совершенно верно. Так, ассаламу алейкум, Ашур, ассаламу алейкум, салам, бамучире. Бамучире, от миллиона Курочкина, и так комментарии сейчас, я что уж поддерживать пишу. Хайна Герер, она просто я там видел, подумал, хохи кермовать, сега Курочкина, цабойш, астабюч, мабать. Сега так комментарии я здесь поддерживать пишу. Ховар вайцер, халдаться, хайта. Может это под тебя там кто-то косит. Да, Асна, я ошибся, я согласен с тобой, это было не вторжение на территорию Ичкерии. Я не понял. Да, Аслан, я ошибся, я согласен, это было не вторжение на территорию Ичкерии. Я не понял, Буря, что ты имеешь в виду. Так, мы уже почти долго уже в эфире. Друзья, а как же Тихий Дон? Что Тихий Дон? Тихий Дон уже описался когда? Как события там, когда происходит Тихий Дон. А я говорю, по-моему, это Екатерина еще, времена Екатерины. Хилнан елгица дал белбой уж амин, дал бикам бойлцан. Тогда нас не герои Хампаш, Нурадиев, Маулади, Исаитов и другие. Бибол, теперь понятно, кто ты. А кто ты второго Бога? Теперь понятно. Ты претендуешь на роль Маулади, Исаитова, там, Нурадиева и так далее, и так далее.
قيت هاي فاميلي أنا تسموينا كوتر تاو وش تان واقعا ششتك وشعير وش أنا أو شلون ميت موي حديثة. Скажи, Навальный это проект Путина? Конечно, Даниэл, абсолютно 100%. Навальный это не то, что проект Путина, это проект ФСБ или ГРУ, вот, спецслужбы их. Это 100 миллионов процентов. 100 миллионов процентов. Понимаете? Других они уничтожают. Мегер думаю, Хасан Николш, точно Хасан и Суртадолш, воронцега, я подумал, если он шлилдеш хернонца, они, может, знаешь, что делают? То, что у меня пишут комментарии, с такими же никами пишут там. Печать, мовила сухинц. Писать там, вируацерас, поддерживать вешух. Це та хай фамилия сон, це он дуэг. Цельно гуаца, дец. Бедная, пустая, холодная Европа, все сдохнут. Бедная, пустая, холодная Европа, все сдохнут. Ищет вам лейн, рел дель мадар адам. Совершенно верно. Закат. Так, друзья, я закончу свой стрим на этом. Я думаю, завтра или послезавтра, в среду, на чеченском языке мы пообщаемся еще. Дай Бог, дай Бог. На этом я свой стрим заканчиваю. Всего самого хорошего. Слава Украине, все будет Ичкерия. И все вместе, Господи, благослови Америку. Ади кёй маш оль бюз де галёль масера.